начинается урок. Вы готовы? Да. Все такого мнения? Все без исключения. Настроение каково? Именно так открывается каждый урок под руководством Розы Мургустовой. Она работает учителем начальных классов более 20 лет. Преподавание считает своим призванием. Работа с детьми ей доставляет особое удовольствие. Дети — это такая энергия. Когда ты работаешь с ними, ты, в принципе, заряжаешься этой энергией. И особенно вдвойне приятно, конечно, когда бывают благодарные дети и благодарные родители. И поэтому, в принципе, с удовольствием делаю эту работу и получаю кучу эмоций. Роза Исаевна просто не мыслит свою жизнь без этих детишек. Она с каждым может найти общий язык. Для них она вторая мама. С 2001 года педагог выпустил сотни школьников, которые нашли себя в этой жизни благодаря ее стараниям. Даже спустя годы ученики благодарят своего наставника. Конечно, бывает очень приятно, потому что ты уже думаешь, так, наверное, забыли, но тем не менее ребята приходят, и мы делаем такие посиделки небольшие с нашими выпускниками. Очень приятно, тут без слов просто. Где бы мы их ни встречали, они подходят, и ты их уже не узнаешь, потому что они очень изменились. Но тем не менее они вот подходят и начинают говорить: Роза Исаевна, ты живые. В общем, бывает, конечно, очень приятно. 18-ю школу в Альтиевском округе Назрани построили в рамках национального проекта образования. Она рассчитана на 720 ученических мест. Учителя признаются, работать в ней одно удовольствие. Сегодня есть такая огромная возможность, когда я пришла в эту школу, если честно, я зашла в этот кабинет как в сказку, потому что просто все было легко. Это и наглядность, это и доска проецируемая, это и компьютеры, это и лампы. То есть тут множество возможностей. И ребятам, конечно, это все нравится. Ты преподаешь материал практически без усилий, потому что у тебя на одном дыхании все проходит. И начало, и конец урока. То есть это, конечно, во многом облегчает работу учителей. В этой школе это возможность вообще в каждом кабинете. Какой бы кабинет вы ни зашли, начиная от первого до последнего. Пытливые умы. Их учат не только считать, писать, но и просвещают по всем направлениям. С недавних пор это стало возможным благодаря открытию нового храма знаний. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Дети поют, танцуют и развиваются в разных сферах. Вокальный кружок созвездия раскрывает таланты детей. Детский хор выступает на всех школьных мероприятиях. Я знаю «Прекрасное и далеко», «Вперед, Россия», знаю песню про маму. Сейчас мы готовимся выступать к выпускному 9 классов. Мне нравится ходить на кружок хор. Учительница очень добрая и хорошая. Комфорт на каждом шагу. Здесь созданы самые современные условия. Все кабинеты специализированы и оснащены всем необходимым. Занятия проходят непринужденно. Ибрагим Барахоев, например, очень любит конструировать и увлекается робототехникой. Это как бы робот-собака. Если ее погладить, то она поедет. Как бы она очень стеснительная и боится, если к ней сильно. Ибрагим Барахоев в будущем мечтает делать протезы. У мальчика нет кисти левой руки. В начале года он угодил под поезд. Чудом остался жив. Робототехника мне нравится именно сборка. Программа это не мое, а сборка этого всего. Ищешь детали, собираешь. Это просто отлично. Особое внимание в школе уделяют интеллектуальным видам спорта. Будущие гроссмейстеры учатся ставить шах и мат. Этот кружок дети очень любят. Шахматы мне очень нравятся. Почему? Потому что в нем можно думать и играть. А некоторые игры нельзя думать, просто ходить. А я люблю думать. Пищеблок, кабинеты медслужбы, логопеда и большой спортивный зал. Школьники готовятся здесь к различным соревнованиям. Мухаммад Цуров, капитан сборной 18-й школы. Центральный нападающий всегда в основном составе. Были планы на будущее играть в футбол, футбол, английский, следующая команда. Дальше больше. В
созданных условиях детям непростительно учиться плохо, говорят преподаватели, ведь раньше о таких возможностях можно было только мечтать. Занятия по журналистике, например, проходят в игровой форме. Держим, держим, держим. И выдыхаем. Кружок журналистики у нас, он называется «Юный корреспондент». У нас функционирует уже 1 учебный год. Я его веду 1 учебный год. Дети у нас разные, у нас нет определенного возрастного ограничения. Есть и малыши, есть и взрослые, 7 класс, 8 класс. Ну, нужно сказать, что все занятия у нас проходят в игровой форме. Система поставлена так, что уроки отличаются от занятий по журналистике. Им должно быть интересно, они должны двигаться. И прежде всего мы им прививаем желание друг с другом общаться, показывать эмоции, не стесняться своих эмоций. В рамках поручения президента Владимира Путина дети здесь получают бесплатное горячее питание, оснащение школьного пищеблока на высшем уровне. Благодаря национальному проекту образования в регионе построено десятки таких комфортных школ. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24.